На финском телеканале «Юлли» представлен второй фильм о Коми Республике, снятый в рамках телепроекта «30 дней с финно-угорскими народами». На этот раз автор и ведущий Вилиха Пасала рассказал о визите на Ярикскую нефтедобывающую шахту в Ухте, покормил лосят на ферме в поселке Якша Троицко-Печорского района, прикоснулся к загадочным мансийским болванам на плато Мань-Пупунер, а в Карткировском районе узнал о гулагском прошлом поселка Аджером. Евгений Ракин изучил видеозаметки финского путешественника. День 20-й. Съемочная группа Вилиха Пасала снова в пути. Проехав мимо Ухты, финны завернули в небольшой, но типичный для России промышленный поселок Яригу. Вот уже 75 лет здесь добывают тяжелую нефть. Специально для финнов местные шахтеры организовали экскурсию. А какую глубину пускается? Ну, у нас по-разному. У нас здесь 160 метров. 160 метров? Да. Так глубоко. А ну, это не глубоко. Вы не боитесь пускать? Сейчас уже нет. Ну да, я понимаю, да. Затем финские журналисты отправились в Троицко-Печорский район. Путь не близкий, да и без приключений не обошлось. Несмотря на сухую погоду, путешественники умудрились застрять на дороге. Сначала могучий Вилли попытался вытолкать газель самостоятельно, затем при помощи коллег. Однако безрезультатно. На удачу мимо проезжала девятка. В поселке Якша гости заглянули на уникальную в республике лосиферму. Здесь на опытной станции содержат 20 лосей. Своих сотрудников хозяева тайги всегда признают, а вот чужаков не любят. Впрочем, Вилиха Пасала посчастливилось не только полюбоваться лесными исполинами, но и пообщаться в более тесной обстановке. А может, не надо тогда? Она же боится. Ну, тогда, Вика, давай, тогда не надо. Что, мы же не будем напугать ее. За сосок-то взялись? Нет, я еще не нашел. Я еще не нашел его. Он его еще не нашел. Зато с лосятами актер подружился сразу. Вот оно, счастье-то. Täällä on tällaisia pieniä hirvenvasuja, mitkä on just syntynyt. Hei, mä olen Ville, mä olen täällä Komin tasavallassa. Дальше съемочная бригада пересела на вертолет. На плато Мань-Пупунер Вилиха Пасала прикоснулся к визитной карточке Республики Коми – мансийским болванам. Эти столбы по праву считаются одними из 7 чудес России. Около 200 миллионов лет назад здесь стояли горы, но дожди, снега, ветра и морозы спустя многие тысячелетия на их месте оставили лишь одинокие каменные идолы. Последний день в Коми Республике финны посвятили истории ГУЛАГа. В Карткировском районе вместе с краеведом Анатолием Смилингисом гости побывали в поселке Аджером, построенном, образно говоря, на костях ссыльных и репрессированных. Траву ели, да, листья ели, грибы, все, Ну, все грибы, попало, да, здесь я понимаю. Соня, да. Мог, вы умерли все, вот, китайцы все умерли, корейцы умерли, иранцы вот те умерли. Надо отметить, телепроект Вилиха Пасала получился интересным. Автору удалось и повеселить зрителя, и задеть некоторые струнки души. Но в целом взгляд финна на нашу действительность получился довольно однообразным. Хотя сам Пасала, проявляя любопытство, обошелся без субъективных оценок. Он просто показал дружественным финнам, как мы живем и как это видно со стороны. И финнам наша энергетика, говорят, показалась родственной и очень пришлась по душе. Евгений Ракин, телеканал Юрган.